Посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, сказал, как это пришло в хадисе от Анаса ибн Малика, радiyallahu анх: «Инна лилляхи ахлина минан нас». У Аллаха есть друзья и угодники из людей. И тогда сподвижники спросили: «Я Расуль Аллах, манхум?» «О посланник Аллаха, кто они?» И пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Хум ахлюл Кур'ан, хум ахлюл Кур'ани ахлюллахи ва хассату». Это ахлюл Кур'ан, они угодники Аллаха, и которых Аллах выделил особой любовью и заботой. Так как же быть угодником Аллаха? Некоторые могут подумать, что здесь в этом хадисе речь идет именно о тех, кто выучил Коран наизусть. И он может сказать: «Я много раз пытался выучить Коран наизусть, однако не смог». Ему будет сказано: «Твоя награда будет по мере твоих усилий, которые ты прилагаешь для заучивания Корана, по мере той тяжести, которую ты испытываешь в заучивании Корана. Прилагай усилия, и даже если ты не станешь хранителем Корана, который знает его наизусть, быть может, Аллах не лишит тебя награды хранителей Корана, если ты будешь стремиться к этому искренне, даже если в итоге ты не выучишь Коран». И Ибн Кайим, алейхи рахматуллах, разъяснил, что же имеется в виду в этом хадисе под ахлюл Коран. Ахлюл Коран, которые являются угодниками Аллаха, и которых Он выделил особой любовью и заботой. Он говорит, Ибн Кайим: «Ахлюл инаяти бихи кираатан, ва тадаббуран, ва фахман, ва икраан, ва амалян, ва лау лам яхфазух». Это те, которые заботятся о Коране, читая его, размышляя, понимая его. Те, которые действуют согласно Корану, даже если они его не выучили. И это открывает для людей горизонты. Для тех, кто упустил свой поезд, которые не выучили Коран и состарились, и стало тяжким для них заучивание Корана, они не должны опускать руки. Они не должны отчаиваться. Они должны заняться чтением Корана, размышлением и осмыслением его, возвращаясь к словам ученых для понимания речи Аллаха, ниспосланной свыше 7 небес. И когда человек читает Коран, дела его приходят в порядок, душа его успокаивается, и страх перед Всевышним Аллахом укрепляется в его сердце. Он проходит легко тяготы этого мира, ибо он обратился к лучшему исцелению, как сказал Всевышний Аллах: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. И мы низводим из Корана то, что является исцелением, и милостью для верующих. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. А для беззаконников, то есть неверующих, Коран только увеличивает потерю, то есть неверие и заблуждение, когда они слышат его, так как они не веруют в Коран. И поэтому будь из числа тех, о которых Всевышний Аллах сказал, что для него Коран служит исцелением и милостью. И это краткое напоминание, которое я хотел сделать относительно заучивания Корана
Некоторые люди думают, что если они не могут заучивать Коран, они оставляют Коран. И это из козней шайтана. Они не заучивают Коран или заучивают Коран, но недолжным образом. Или забрасывают заучивание Корана, но заучивают другие научные тексты, оставляя самое важное, самое великое, которому стоит уделять свое внимание, свое время, это Аль-Кур'ан и все, что связано с Кораном. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.